Добрый день, уважаемая комиссия. Меня зовут Юрчик Алексей, ученик 8 класса. Позвольте представить научно-исследовательскую работу на тему «Математические задачи юного предпринимателя». В настоящее время многие мои сверстники задумываются о выборе будущей профессии. Планируют в будущем начать свой собственный бизнес. Очевидным для меня стал факт, что практически каждый мой ровесник желает заниматься в будущем своим бизнесом, но не знает и не умеет, как себя к этому готовить. Цель исследования – создание математических задач на основе финансовой грамотности. Задача – изучить методическую литературу по данной теме, определить роль финансовой грамотности, проанализировать мотивы выбора предпринимательства как своего будущего среди обучающихся 8 классов, составить и решить практические задачи. В учебнике «Экономика и управление социальной сферой» автором является профессор Евгений Жильцов. Написано, что финансовая грамотность – способность личности принимать разумные и целесообразные решения, связанные с финансами в различных ситуациях собственной жизнедеятельности. Предпринимательская деятельность, предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность, направленная на потребление и получение прибыли. В школе мы проводили онлайн-олимпиаду «Юный предприниматель», и по таблице мы видим данные. Также данные представлены в виде диаграммы. Были такие темы, как остров, молекулярная комната, блогер и бизнес-марины. Также космолеты-мошенники. После Олимпиады мы спросили восьмиклассников, задали им такие вопросы. Хотели бы вы заниматься бизнесом? Почему и зачем? Каким видом деятельности хотели бы вы заниматься? Готовы ли вы заниматься предпринимательской деятельностью? Также был вопрос, на какие темы хотели бы восьмиклассники сделать свой бизнес. Самым популярным было помощь пенсионерам, так как мы живем в поселке. Актуальные подработки поселка Алмазный: уборка снега, вскапывать огород май, заработок денег на ягодах, аниматор. Всего мы составили 30 задач, и сейчас я прочитаю одну из них. Семья из 3 человек едет из Вильного в Якутск. Можно ехать на такси, а можно на своей машине. Билет на такси на одного человека стоит 7000 рублей. Автомобиль расходует 20 литров бензина на 100 километров пути. Расстояние по дороге равно 1200 километров. А цена бензина равна 56 рублей 80 копеек за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? Работая над исследованием, я понял для себя, каким должен быть успешный предприниматель и с чего мне надо начинать свой путь по саморазвитию в этом направлении. Наши практические задания встречаются в жизненных ситуациях, развивают нестандартное мышление и изучают основы финансовой грамотности. Как обращаться с личными данными, как распределить бюджет, как планировать свое время, как создать продукт, как мыслить стратегически и как быть лидером и управлять своей командой. Спасибо за внимание.